Шосты адкрыты чэмпіянат кіналагічнай службы мытных органаў стартаваў на Брэшчыне. Лепшыя кінолагі і лепшыя сабакі у рэпартажы з Маларэцкага района. 8 команд со своими выхованцами, службовыми собаками приехали на базу отпочинку Брэшскай мытні паспрачацца за званне мацнейшых. Чемпионат открытый, тому до спаборніцтвам на гэты раз долучились и команды паграничного комитета и унутраных войсков. Урачыстае открытье прошло на территории средней школы номер 2 города Маларэты, где кинологи мытного комитета показали дзецям своих выхованцев, продемонстрировали их вывучку и паслухмянасць. Особливо усіх уразіў мясіс памянушцы Винни, декоративный собака. Оказывается, что помер для несения службы не мае ніякага значения. Размер на самом деле собачек не имеет значение ее характер и ее контакт именно с кинологом. То есть плюс маленьких собачек заключается в том, что они могут везде и всегда пролезть. И не каждый человек заподозрит в ней служебную собаку. Маленькие собачки имеют стереотип, что они плохо обучаемы. На самом деле не так. Все собаки абсолютно обучаемы. Лабрадоры, немецкие и бельгийские овчарки, доберманы и больш дробные породы допомагают супрацовникам мытні у пошуку наркотиков и зброи. А зладжаная работа человека и службовой собаки будет только тады выніковай, калі ёсць узаемапаразуменне и, конечно, специальная подрыхтовка. Только за гэты год супрацовниками Брэшскай мытні и их выхованцами уже выявлено больше 20 спроб нелегально провести праз дзяржаўную мяжу наркотичные рэчывы. Вот эти ежегодные соревнования, они подводят итоги их работы, отшлифовывают навыки работы, вырабатывают новые методы для управления процессами этими всеми. На гэты раз спаборніцтвы ўключаюць сябе толькі одну дысцыпліну – пошук наркотычных рэчываў. Пераможцамі мінулагодняга чэмпіянату была каманда кінолагаў мытні Мінск-2. На другім прадстаўнікі Гродзеншчыны. Гаспадары турніру занялі 3-е месца. Дык ад чаго ж залежыць поспех у такіх спаборніцтвах? Первое – это везение, да? Потому что слабых здесь нет. Да? Кому как спрятали наркотик, кому как повезло, когда он тянул. Это первый момент. Второй, конечно, профессионализм. Вот. И профессионализм, знаете, как бы сказать, он есть или нет. Сама кіналагічная служба на мытні адзначыла свой 14-гадовы юбілей. Але ёсць разуменне, што яе неабходна развіваць і пашыраць. Вынікі сёлетніх спаборніцтваў будуць падведзены 29 мая. Юрий Печур, Александр Севицкий, областные новины, Маларэцкі район.